Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. С прицелом на экспорт и импорт продуктов ТПП Абхазии и Карачаево-Черкесской Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Историк о прошлом, настоящем и будущем. Свое 80-летие отметил известный абхазский археолог Олег Бгажба. 1 августа в Абхазии, согласно закону, истек срок заполнения декларации о доходах и расходах. Во исполнение закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами премьер-министр республики Александр Анкваб, должностные лица и работники аппарата Кабинета министров, являющиеся в соответствии с указанным законом декларантами, в установленном порядке представили в Министерство по налогам и сборам оригиналы декларации о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера за отчетный 2020 год декларантов и членов их семей. Об этом сообщает сайт правительства. Кроме того, в установленном порядке в Министерство по налогам и сборам представлены оригиналы декларации за отчетный 2020 год генеральным прокурором Абхазии Адгуром Аграба, должностными лицами и работниками органов прокуратуры, являющимися в соответствии с вышеуказанным законом декларантами. О назначении распоряжением Кабинета министров Зураб Ашуба назначен заместителем председателя Государственного таможенного комитета. Коллективу Государственного таможенного комитета представлен новый заместитель председателя ведомства, сообщает сайт ГТК. Коротко об эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 31 июля тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 595 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 172 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом составляет 22 083 человека. Зарегистрировано 307 летальных случаев, выздоровели 17 806 человек. Ожидается поставка 2 партий вакцины от коронавируса в Абхазию. Об этом «Спутник» рассказал депутат Народного собрания Республики Рауль Лолуа. По его словам, в одной партии будет 5000 доз, в другой 10 000. Какая именно вакцина поступит в республику, Лолуа не уточнил. Депутат парламента обратился к жителям Абхазии с просьбой воспользоваться возможностью сделать прививку, так как это один из эффективных способов прервать цепочку заражения. Первую партию вакцины в Абхазию доставили 30 апреля 2021 года. Тогда в республику поступило 6500 доз «Спутник Ви». Между тем, как сообщает пресс-служба Минздрава, в комментарии на официальной странице в Facebook, цитата: «Переговоры с Российской Федерацией о новых поставках вакцины от коронавирусной инфекции в Абхазию продолжаются. Как только станет известно о количестве вакцины и дате ее поставках в республику, Минздрав сразу же об этом проинформирует население». Вакцины отдых. Сочи планирует в августе принять около 900 000 туристов. В последнюю неделю июля доля гостей, заселяющихся с сертификатом о вакцинации либо со справкой о получении первого компонента, составила порядка 40%, рассказал в своем телеграм-канале глава города Алексей Копай-Городский. По прогнозам сочинских властей, чтобы обеспечить эпидбезопасность и привить приезжающих на отдых, понадобится 50 000 доз. С 1 августа на Кубани туристы при заселении в гостинице должны предоставлять сертификат о вакцинации, либо справку о получении первого компонента, либо документ о перенесенном не более полугода назад заболевании, либо справку о медотводе. Если ничего этого нет, а отдыхать хочется, то нужно будет пройти вакцинацию в течение 3 дней с момента заселения. С прицелом на экспорт и импорт продуктов ТПП Абхазии и КЧР подписали соглашение о сотрудничестве. В деловом центре «Эверест» встретились руководители торгово-промышленных палат Карачаево-Черкесии и Абхазии, а также бизнесмены КЧР, заинтересованные в сотрудничестве с абхазскими коллегами. Основная цель визита – познакомиться с практикой ведения бизнеса с нашей республикой, спецификой выхода на рынок, встречи с потенциальными партнерами. Подробности в репортаже Марианы Котовой.
Встреча прошла в урезанном формате. С абхазской стороны на ней присутствовали только представители торгово-промышленной палаты. Все из-за ситуации с COVID-19. Но приезд делегации – это не только формальная встреча и подписание соглашения. Бизнесмены Карачаева-Черкесии провели встречи с потенциальными партнерами в формате B2B и посетили профильные предприятия при посредничестве ТПП Абхазии. Программу, которую мы организовали, учитывая ваши пожелания, она индивидуальна для каждого, я имею в виду для субъектов МСП. Мы сегодня специально, и, наверное, это впервые, когда мы на такую встречу не приглашаем предпринимателей, и это по уважительной причине, учитывая, что рост заболеваемости в республике наблюдается, поэтому мы стараемся соблюдать все карантинные меры и решили просто организовать эти встречи на предприятиях, чтобы у предпринимателей и абхазских, и нашей многоуважаемой делегации была возможность воочию познакомиться, презентовать себя на предприятиях. Глава делегации торгово-промышленной палаты КЧР надеется, что результатом этих встреч станет налаживание сотрудничества в области экспорта и импорта продуктов пищевой промышленности, так как обе республики производят в основном продукты питания. Так как мы сейчас развиваем активный экспорт, мы хотели бы попробовать, вот это первая наша бизнес-миссия, когда мы хотели бы сейчас начать именно с пищевой промышленности. Я думаю, что, уверена, что ваша республика часто закупает пищевую промышленность, и поэтому, думаю, это будет одним из самых таких актуальных направлений. Ян Давыдов, менеджер по продажам черкесского ООО «Дадым», рассказал о том, что у сотрудничества его предприятия с Абхазией большая история. Как оказалось, еще во времена войны и блокады «Дадым» поставлял нам муку и хлеб. Муку «Дадым», макароны «Дадым». То поколение 90-х годов, живущее, которое сейчас в Абхазии, она знает нас. Мы работаем без химии, без ничего, чистый продукт. У нас как бы... Ну и мы дружим. Мы дружим, и непосредственно я лично знаком очень хорошо с Абхазией. Производил гуманитарную помощь в 2019 году в городе Ткварчал. Сегодня при посредничестве ТПП у Абхазии налажены торговые связи с 30 странами мира. При этом сотрудничество с ближайшим соседом, и не только географически, но и этнически, важно для республики. Наиболее интересующие направления бизнес-контактов – это реализация экопродуктов, удобрений, минеральной воды, натуральной косметики, туризм. У нас уже есть опыт взаимодействия между субъектами предпринимательства как вашего региона, так и нашего. И я уверен, что мы сможем прийти к каким-то точкам соприкосновения. У нас будут возможности для взаимодействия. Представители делегации Карачаева-Черкесии поблагодарили абхазскую сторону за теплый прием и пригласили посетить их республику с ответным визитом. Марианна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Республиканское унитарное предприятие «Абхазская железная дорога» проводит масштабные работы по очистке и ремонту железнодорожного полотна от Сухума до Ачимчира, рассказал «Спутник». Помощник гендиректора Абхазской железной дороги Октай Хазириши. Когда вдоль железнодорожных путей растут деревья, портится геометрическая форма железной дороги. Поэтому необходимо проводить работы, чтобы сохранить пути. Работало 2 трактора-экскаватора. За 1,5 месяца очистили габарит полотна, подчеркнул он. В послевоенное время такие работы проводятся впервые, проинформировал Хазириши. Абхазское народное движение представляет концепцию реформирования органов исполнительной власти Республики Абхазия. Председатель АНД Атгур Ардинба рассказывает об основных тезисах предлагаемой реформы и наглядно демонстрирует неэффективность и нежизнеспособность, по его убеждению, существующей системы госуправления. Уважаемые сограждане, мы очень часто слышим о реформе государственного управления, слиянии, поглощении, сокращении разного рода министерств и так далее. Но на практике, к сожалению, этого всего не происходит. Почему мы говорим о реформе государственного управления? Почему нужно начинать именно с реформы системы исполнительной власти?
Потому что прежде чем начинать реформировать другие сферы, например, здравоохранение, сфера образования, поддержка сельского хозяйства, экономики, финансовой системы и так далее, нужно в первую очередь наладить сам механизм реализации тех или иных задач. А это не что иное, как исполнительная власть. Без изменения структуры, без изменения вертикали исполнительной власти нам вряд ли удастся реализовать хоть какую-то маломальскую задачу. Что из себя представляет современная система государственного управления? Она превратилась в неповоротливую, громоздкую, зачастую дублирующую функции и задачи машину, огромную неповоротливую машину, которая идеально подходит для того, чтобы кормить огромное количество чиновников, но мало удовлетворяет нужды отдельных граждан, да и вообще в целом нашу страну. Можно много примеров привести неэффективности. К примеру, если простой гражданин хочет оформить земельный участок для строительства, на это и порой уходит несколько лет. А что говорить тогда о глобальных задачах? Эта система полностью устарела и не соответствует современным вызовам и реалиям. Полную версию выступления Адгура Ардзинба о концепции реформирования органов исполнительной власти смотрите после выпуска новостей. Информация о правонарушениях. Сухумский городской суд 30 июля заключил под стражу на 2 месяца гражданина Абхазии Самсонию Реваза, 1970 года рождения, подозреваемого в организации ввоза из России в Абхазию наркотических средств в особо крупном размере. Правоохранители задержали Самсония 28 июля. Об этом сообщается на сайте СГБ Республики. Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном ввозе в Абхазию, вывозе из Абхазии или перевозке транзитом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. Российские пограничники выявили попытку незаконного ввоза в Абхазию 9-миллиметровых патронов к травматическому пистолету, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Отмечается, что патроны были укрыты от досмотра и хранились в 2 коробках в машине. Выявленные боеприпасы в установленном законом порядке были переданы таможенникам для принятия процессуального решения. Сообщения спасателей. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии оказали содействие администрации Сухума в установке ограничительных буев в зонах купания городских пляжей. Около 50 буев размещены в море вдоль набережной Диоскуров до поворота на район Маяка. Буи находятся на расстоянии от 30 до 50 метров от берега в зависимости от глубины воды в ограничительной зоне, выделенной для купания, сообщает пресс-служба МЧС. Департамент ЖКХ администрации Сухума проводит восстановительные работы на Киласурской насосной станции. С 29 июля началось восстановление 120-метрового напорного водовода. Как сообщалось ранее, водовод, проложенный через реку, был смыт в результате подъема воды в реке Киласур 27 июля. Уровень воды в реке не позволял начать работы раньше. Также была подмыта дорога к месту проведения ремонтных работ. Администрация города привлекла спецтехнику для проведения ремонтных работ. Ко вторнику 3 августа работы должны завершить. Без воды пока остаются улицы Батумская и Чанба, села Баслата и Дзыгута и частично район Турбазы. Наука. В ходе совместной российско-абхазской археологической экспедиции в Миркиульском городище было найдено 5 глиняных пифосов. Рассказал в интервью «Спутник» руководитель абхазской части экспедиции, историк Сурам Сакания. На этом объекте мы работаем с 2013 года. Миркульское городище оказалось достаточно интересным для археологии и истории Абхазии. Работу проводим небольшими объемами, потому что финансирование небольшое. Не можем себе позволить масштабные экспедиции, подчеркнул он. Ежегодно на объекте находят различные артефакты, которые представляют интерес с точки зрения изучения истории республики, отмечает Сакания. Надеясь найти другие предметы, участники экспедиции приступили к работе в нижней части Миркульского городища.
Историк о прошлом, настоящем и будущем. Свое 80-летие 1 августа отметил известный абхазский археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии наук Абхазии, кавалер ордена Ахдепша II степени, почетный мастер спорта Абхазии по баскетболу Олег Бгажба. О событиях жизни своей страны он поговорил с моей коллегой Элеонорой Гилаян. «Я себя старым пока не чувствую», — говорит Олег Бгажба, улыбаясь. Свое 80-летие он характеризует скорее как цифры, но ни в коем случае не состояние души. Олег Хухутович говорит, что в его семье старшие уходили из жизни не раньше 86-87, потому пока рано считать себя старым, уверен юбиляр. Тем более, что есть дела поважнее. Чувствую себя довольно-таки, не молодым, но во всяком случае не старым. В общем, меня интересует все, что интересует молодежь, спорт, эстрада, джаз. Помимо того, что я наукой занимаюсь, я говорю о посторонних. Вспоминая годы прошедшие, Олег Бгажба рассказывает, что увлекался поэзией, писал сам, бывало даже прозу. Любимым поэтом, не задумываясь, называет Иосифа Бродского. Прозаиками – Алексея Гогуа и Баграта Шинкуба. Рассказывает, как в детстве случайно попал в национальную сборную. Просто играл в дворовой баскетбол и был замечен людьми в деле. Но особенный трепет появляется, когда речь заходит об археологических раскопках прошлого. Особенно в Цибильде, мы там с Юрием Николаевичем Вороновым, я его заместителем был в Цибильдинской экспедиции, мы раскопки вели главной крепости Апсилов, одного из древнеабхазских племен, которого происходит само название Абхазово-Апсуа. И там, что интересно было, эта крепость описывается, события вокруг стен этой крепости описываются византийским историком Прокопием. И там, что целая романтическая история, о которой я сейчас не могу, в двух словах, там начальник персидского гарнизона, которого апсилы впустили, потому что они пришли с лазами, а лазы и апсилы были тогда в хороших отношениях, по крайней мере. И начальник гарнизона стал ухаживать за женой начальника крепости Апсилов, где подчеркнуто было, что она была прекрасная апсилийка, потому что у начальников всегда жены были гречанки, а вот здесь именно подчеркивается, что... И он стал за ней ухаживать там, и применил силу. Это не понравилось мужу. Они напали на персов ночью. И это место, где персы находились, в башне, мы раскопали. И эта картина, которая битвы описана Апсилов с персами, которые наказали персов, это там предстало перед нами, потому что персидский доспех, он был прислонен к стене, и уздечки висели, там мечи там прислонены. Значит, они спали, на них напали и, в общем, наказали. В археологию Олега Хухутовича привел отец Хухут Соломонович Бгажба, на тот момент директор Абхазского института, доктор филологических наук. Он дружил с первым абхазским археологом Михаилом Трапш. Школьником Олег Бгажба начал ходить на свои первые раскопки. Дальше больше. Говорит, раскопки помимо научного интереса очень развивали фантазию. Во всяком случае, их с Юрием Вороновым. Во время раскопок, что я чувствовал? Например, особенно когда раскапывали мы погребение с Юрием Николаевичем, мы фантазировали, жарко было там, целый день надо было препарировать нас. Если попадалось женское погребение, мы начинали фантазировать, как она из себя представляет. Мы даже находили там маникюрные наборы, щипцы для выщипывания бровей там, и так далее. И броши, фибулы, там бронзовые, серебряные, золотые. И мы представляли, как же они выглядели там и так далее. Фантазировали. Самыми счастливыми Олег Бгажба называет 10 лет перед началом войны. Говорит, что было множество планов, идей и задач. У нас целый заповедник был, начиная от Южного приюта до моря.
И егеря были, которые охраняли, и в Сванетии тоже были там люди, которые отвечали там, что проходят пожары там. Вот. Ну, потом все это... Мы даже, знаете что, попросили разрешения, когда раскопки вели, у охраны памятников за экскурсию брать 10 копеек. И потом мы сдавали в охрану памятников, и за эти деньги какие-то ремонты проводили. А у нас вот Юрий Николаевич Воронов вел тетрадь специальную отзывов, и за сезон иногда до 2000 людей проходило. Сейчас Олег Хухутович надеется, что когда-нибудь придет время достойного отношения к историческим и археологическим памятникам. Вспоминает он и самые сложные этапы жизни – войну, убийство лучшего друга, смерть сына. Рассуждает юбиляр о том, что помогало ему справляться с трудностями. Ну, может быть, характер. У меня характер складывался, знаете, как интересно. Во мне сейчас, я даже сам себя не знаю, во мне сидит... Значит, гены одного деда, это Салуман Абгашба, это немножко необузданные гены. А другие гены, вот Андрей Максимович Чочо, который здесь похоронен, он просветитель, спокойный человек, интеллигент. Вот эти вот сочетание вот этого, может, и помогало, а также, конечно, окружение. Окружение, с кем я общаюсь и общался. И вот в трудные минуты это друзья, конечно. Радость жизни Олег Бгашба сегодня находит во внучке Наталье. Девушка тоже занимается наукой, почвоведением. Готовится к защите кандидатской в Московском государственном университете имени Ломоносова. Помимо науки, Наталья Бгашба увлекается вокалом. Солировала в хоре Локтева. Расстраивают Олега Хухутовича кадровый дефицит в профессии, недооцененность науки и новые приоритеты поколения. Сейчас новое поколение пошло. Это Homo perfectus sapiens, это человек будущего. Он одет хорошо, у него машина, вылизанный, разговаривать умеет. А за душой особенно... Я не говорю, что это все, но вы обратите внимание. Все разговаривать умеют, все, но такие общегосударственные вопросы мало кого волнуют. Все говорят и говорят. Главный совет, который дает Олег Бгашба молодым ученым – любить дело и бесконечно в нем развиваться. Но есть и напутствие безотносительно профессии. Вы представляете, мы выдержали здесь греческую колонизацию, римскую тоже, византийскую, арабскую, потом эти... генуэзцы, кого-то грузины, там, менгрелы, там. Но мы-то остались, и война была неравная в смысле количества. Тоже остались, и Кавказская война тоже остались, и вот сейчас наши отечественные остались. Так что мы никуда не денемся. Хотят ли кто-то или не хочет, никуда не денемся. Мы народ такой, который никуда не денется, пока земля вертится. Единственное, мы должны относиться друг к другу заботливо, каждый заботится, вот, и возродить. Вот мы, можете смеяться, но мы иногда вот говорим, что бы могло помочь. Нам какая-то идеология могла бы помочь, допустим, Ажератшера. Это значит, в итоге, если так покопаться, каждый человек родственник, если каждый из этих Ажератшера будет стараться друг другу хотя бы улыбаться, хотя бы, не говоря уже о том, что-то делать хорошее, хотя бы просто улыбаться, по-человечески относиться, то я думаю, что мы на этом бы только выиграли. В новостной журналистике негласно запрещено завершать репортаж словами героя. Но это тот самый случай, когда можно. Элеонора Гилаян, Раму Камке, Абаза ТВ.
Коллектив Абхазского государственного университета поздравляет доктора исторических наук, профессора, археолога, историка, кавказоведа, члена Академии наук Абхазии Олега Хухутовича Бгажба с юбилеем, желает крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в научной деятельности и абхазского долголетия. Реплику абхазской боевой галеры доставят в республику в конце следующей недели, рассказал спутник художник, автор чертежей судна Батал Джапоа. Строили ее в Петрозаводске по заказу Национального исторического парка Апсны. Традиционные абхазские галеры исчезли около 200 лет назад. Испытания копий прошли на Онежском озере в верфи «Варяг». Единственное место на постсоветском пространстве, где все еще строят судно из дерева. В длину судна 14,5 метров, в ширину около 2,5 метров. Установлена 4-метровая мачта и 14 весел. Галера сделана из карельской сосны и дуба, рассчитана на 50 человек. При строительстве судна пришлось внести небольшие коррективы в чертежи. Дело в том, что этот тип абхазской галеры был в длину 17 метров, но из-за сложности при транспортировке ее длину уменьшили. В Центральном выставочном зале Союза художников в Сухуми организовали экспозицию «Летняя галерея», сообщил на своей странице в Facebook директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия. Художники, как и представители других творческих профессий, в период пандемии переживают не самые простые времена. С целью поддержать беспрерывный творческий процесс художников организована экспозиция, написала Арсалия. Она состоит из работ современных абхазских художников в разных жанрах – живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Из-за сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничительных мер экспозиции не открывается торжественно, а для ее посещения разработаны специальные правила. Абхазия примет участие в армейских международных играх «Арми-2021». В этом году игры пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 12 государств. Как рассказал подполковник Аляс Ванача, абхазская команда будет участвовать в 6 конкурсах во Владивостоке и в Кабардино-Балкарии. Всего из Абхазии на Арми-2021 поедет 110 человек. Абхазская команда планирует вылететь из Сухумского аэропорта в Москву 9 августа. В программе предусмотрено 34 международных конкурса. На игры приглашены 96 стран. Абхазский спортсмен Борис Барциц, руководитель спортивного клуба «Спорт Апсны», принимает участие в международных соревнованиях по триатлону на половину железной дистанции, которые стартовали 1 августа в Санкт-Петербурге. Как отметил спортсмен в своем аккаунте в сети Facebook, ну вот и очередная половинка. 113 километров Ironman в Питере позади. В прошлом году этот старт отменили, перенесли на этот год. Думал, участвовать или нет. После ковида тренировки никак не заходили. Но последние пару месяцев все как-то пошло нормально. План на гонку выполнил полностью. В общем, все прошло отлично. В завершении выпуска прогноз погоды. По прогнозам синоптиков, во вторник 3 августа в Абхазии переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью 25, днем до плюс 32 градусов. Температура морской воды 27. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.